Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня», в студии Ирина Джуева. Сегодня 71-я годовщина Великой Победы. Священный праздник для всех нас, для любого поколения потомков победителей. Более 22 тысяч лучших своих сынов и дочерей отправила Южная Осетия на войну. Слово «осетин» с уважением произносили на всех фронтах Великой Отечественной. Мы все гордимся нашими воинами, от рядовых до генералов. 8 героев Советского Союза дала небольшая и малочисленная Южная Осетия. Доблесть проявили и те, кто остался в тылу – дети, старики, женщины, самоотверженно работавшие во имя победы. Большая часть ушедших на фронт из Южной Осетии не вернулась домой. Праздник Победы объединил многих. По всей республике строились и реставрировались памятники и обелиски павшим землякам, и делали это сами люди. В эти праздничные дни особое внимание ветеранам. Их немного совсем, оставшихся в живых. Этих уникальных людей, сломивших страшного врага, а потом возродивших разрушенную страну. Вечная память павшим и ушедшим из жизни, и слава живым. Великую дату сегодня праздновала вся Южная Осетия. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались в 11 часов на главной площади Цхинвала с праздничного парада Победы. Верховный главнокомандующий страны Леонид Тибилов торжественно открыл праздничный смотр. С раннего утра на главной площади начали собираться люди. Среди них и жители разных уголков Южной Осетии. Главные герои праздника – наша гордость. Фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. Репортаж Зарины Кочиевой. На главной площади Цхинвала состоялся военный парад в честь 71-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Тысячи жителей Цхинвала собрались на театральной площади. Здесь же выстроились подразделения вооруженных сил Республики Южная Осетия и Российской Федерации. На параде присутствовали верховный главнокомандующий Республики Леонид Тибилов, члены правительства и парламента, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев и, конечно же, главное украшение парада – ветераны Великой Отечественной войны, которые вместе с нами отмечают 71-ю годовщину Дня Великой Победы. После открытия парада Победы исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев поздравил всех военнослужащих с 71-й годовщиной Победы советского народа. По традиции глава Министерства обороны поднялся на трибуну для доклада верховному главнокомандующему Южной Осетии Леониду Тибилову и доложил о готовности воинских частей к параду. Президент поздравил ветеранов, солдат и офицеров, отметив, что в Южной Осетии 9 мая является особой датой. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, в 71 раз мы, жители Южной Осетии, вместе со всем прогрессивным человечеством отмечаем День Великой Победы, одержанной советским народом в самой кровопролитной в истории войне. К сожалению, годы берут свое, и с болью в сердце мы становимся свидетелями тому, что ряды и число наших ветеранов неумолимо редеют. Праздновать День Победы из многих тысяч наших соотечественников, участников Великой Отечественной войны, пришло сегодня всего несколько из них. Обращаюсь к ним с чувствами сыновной любви и неподдельной гордости за их великий подвиг. Президент республики наряду с ветеранами Великой Отечественной войны поздравил бойцов вооруженных сил Республики Южная Осетия, всех, кто встал на защиту своей родины и в длительной борьбе с реакционными силами грузинского фашизма добился при поддержке братской России выдающейся победы. Они добились того, чтобы сегодня народ Южной Осетии имел возможность трудиться и растить детей в свободном государстве. С праздником вас, дорогие защитники Отечества! Мирной вам жизни, под небом любимая жизнь! Вы ценой жизни братьев по оружию, павших героев, отстояли посягательство на самое святое, неотъемлемое право своего народа жить на своей земле. Товарищи, мы никогда не перестанем повторять слова искренней признательности в адрес высшего политического руководства Российской Федерации, принявшего непростое, но единственно приемлемое и судьбоносное для нас решение о проведении в августе 2008 года операции по принуждению Грузии к миру. Дорогие друзья, оборачиваясь на пройденный нашим народом путь,
Мы сегодня можем с уверенностью утверждать, что историческая победа, одержанная в 1945 году, стала прочной основой дальнейших побед и свершений на пути государственного строительства. Мы уверенно движемся путем, предначертанным нашими славными старшими. С Днем Великой Победы всех вас! По центральной площади Угостинской столицы торжественным маршем прошли 23 парадных расчета и 7 знаменных групп от Минобороны, МВД, МЧС, Погранслужбы, Комитета государственной безопасности, кадетской школы, а также 4-й российской военной базы и погрануправления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Всего в параде приняли участие 900 военнослужащих и 30 единиц боевой техники. Открывают парад военной техники бронетранспортеры, экипажи которых состоят из бойцов отряда милиции особого назначения имени Вадима Гасаева. В составе колонны бронетехники ОМОН подполковник милиции Мурат Абаев. Мы обязаны этим людям. Они, не жалея жизни, сражались за наше светлое будущее. Мы должны помнить и чтить их подвиги. Продолжением парада стало шествие бессмертного полка, где принял участие президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Зарина Кочиева, Арнольд Харебов, Алим Бетеев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Полностью праздничный парад Победы смотрите после вечернего выпуска новостей АБУН. Бессмертный полк маршировал сегодня на параде Победы. Жители республики несли портреты своих близких, участников Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых. Огромную работу проделал штаб по подготовке праздника. Обработаны тысячи документов, выявлены уникальные факты участия наших земляков в сражениях Второй мировой. Многим удалось найти места захоронения родных, считавшихся пропавшими без вести. Ирина Битиева продолжит. Идея возникновения бессмертного полка появилась 4 года назад в городе Томск. И нужно сказать, что идею подкинули сами журналисты. Местные СМИ призвали горожан пронести портреты близких тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Спустя пару лет эту идею массово поддержали не только по всей России, но и у нас в республике. В прошлом юбилейном году эта акция впервые проводилась и у нас. В этом году количество проносимых фотографий увеличилось. И снова бессмертный полк сегодня в строю. В этом шествии участвует свыше 4000 человек. И эта память будет жива до тех пор, пока живы в наших сознаниях и сердцах эти люди. А память всегда, как известно, бессмертна. Жители республики, участвуя в сегодняшнем параде, пронесли фотографии всех тех, кто не вернулся с полей сражений. В шествии принял участие президент республики Леонид Тибилов со своим внуком. Он нес фотографию своего отца, который воевал в Крыму. Все участники чувствовали гордость за своих родных, за всех ветеранов. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Это мой дед, отец моего отца, Гасеев Николай Дмитриевич, кадровый офицер, капитан, старший политрук 108-й, 88-й стрелковой дивизии. К сожалению, пропал без вести в 1943 году. Моя прабабушка, его мама, ждала его до конца жизни, а прожила на 117 лет. Да. К сожалению, мы так его и не дождались. Но в этом году нам помогли в штабе найти его ориентиры. Мы еще точно не знаем координаты, но нам пообещали найти место его захоронения. Вот ждем этого дня. А если найдете, то вы сами поедете? Конечно, поедем и землю повезем туда с нашей деревни, с фамильного кладбища Уртева. И, наконец, все вздохнут спокойно. Мы в детстве все, когда видели людей, мужчин возраста нашего дедушки, идущего по нашей улице, почему-то думали, что это, наверное, он. Вот это братья моей матери. Кулумбеков Яков Петрович и Кулумбеков Николай Петрович. Яков Петрович 19 лет погиб на фронте в самом начале войны. Никакой весточки родители не получили. Моя бабушка до конца своих дней была больна. Она так и не пришла в себя. После смерти младшего 19-летнего Яши меня пробирает дрожь.
Это Николай Петрович. Он в 1942 году был призван, отвоевал, вернулся домой. А Джоев Тарас Арсентьевич – это наша гордость. Они все наша гордость, но он особенная наша гордость. Знаете, он с 1941 года по 1945 год был в строю, не был ранен, когда-то был контужен. И если посмотреть его боевые действия, то скажешь, да им уже трижды героя надо было дать. В каких только операциях он не участвовал. Дошел до Берлина. В составе 8-й гвардейской армии он брал Берлин. И мои тети говорили, что он был представлен к званию Героя Советского Союза, но якобы документы в этом горящем Берлине были сожжены в какой-то бомбардировке. У кого из жителей не сохранились фотографии или кто принес, но не нашел перед шествием фотографии своих близких, все же с гордостью пронесли фотографии фронтовиков. Многим больше повезло. Среди такого множества фотографий они отыскали родных. Это брат моего дедушки, один из 3 не вернувшихся. И как вам повезло, что вы нашли именно фотографию дедушки и сейчас проносите вот здесь? А я искала. Несмотря на то, что все хотели прошагать с портретами своих близких, они посчитали за честь пронести фотографии однофамильцев. Это герой, который прошел войну с первого до последнего дня. Мой однофамилец, к сожалению, не близкий родственник, но все равно родной. Они все родные и близкие люди. Спасибо им большое за наше счастливое будущее. Кем вам удалось эта фотография? Знаете ли вы этого человека? Это один из наших героев, из наших великих победителей. Так что не обязательно, чтобы он мне доводился. Он наш предок, наш дедушка, скорее всего, чей-то, наверное, совсем близкий. Но тем не менее, я с гордостью несу его портрет. Ой, ты песня, песенка девичья, вылети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Самые маленькие участники парада смотрят на шествие не только широко раскрытыми глазами, но и сами с большой охотой принимают участие в шествии бессмертного полка. Я несу героя, который дал нам эту жизнь, чтобы мы не умерли и жили очень много лет. Я благодарна ему за все, за весь этот мир, за эту страну, за то, что он так сражался. 9 мая – это действительно праздник со слезами на глазах. Не может вспомнить без слез своего отца Инудар Цахилов. Цахилов Василий Михайлович погиб 33 года, когда ему было. Он без вести пропавший. Я его сын, первый сын. И мне сейчас 75 лет. Год было мне, когда он в армию уехал. А сейчас вы вспоминаете с болью? Вспоминаю с болью, вот хожу. Когда было 9 мая, при его болезнях, он минус 30 лет буквально от него преображался. Ну, молодой становился, бегом ордами. Он любил здесь проходить, его, ну как, надо его только здесь, чтобы он сам прошел, по-другому никак нельзя. Можно было и там пройти, можно было в другом месте, но я хил, по-другому никак нельзя, надо ему куда взять такое. Я его сейчас показываю, я видно, где он работал, где все, как по-другому ему показать, по-другому никак. Вот так. Это мой отец, Арсоев Павел Туганович. Прошел месяц, не дожил до сегодняшнего дня. Месяц. Прошел войну, да. Я его пронесу, пройдет. И вы, наверное, каждый год уже будете проносить его фотографию, да? Да, конечно. Всех с праздником! В акции принимают участие районы республики. Из Лениногорского района на войну ушло свыше 4,5 тысяч человек. Кетеван Хачирова посчитала своим долгом принять участие в сегодняшнем шествии. На фронтах Великой Отечественной у меня остались 4 дяди. Я принесла их фотографии, но не смогла их отыскать. И все же несу фотографию однофамильца бабушки. Но я этому тоже рада. Настрой у всех был одинаковым, все принимали участие в параде со знанием и пониманием того, что это необходимо и это должно быть. Ирина Битьева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня.
В этот день, в День Великой Победы, каждый гражданин нашей республики посчитал своим долгом принять участие в торжественных мероприятиях, поздравить ветеранов, отдать дань памяти воинам, которые сражались за наше светлое будущее. Репортаж Елены Газаевой. 71-й парад, посвященный Дню Победы Советской армии над фашистской Германией, прошел по центральной улице Цхинвала Республики Южная Осетия. Этот праздник для каждого из нас – праздник со слезами на глазах. Слава воинам, защитникам Отечества! Слава победителям! Не зря победа в Великой Отечественной войне считается одна на всех. Ни одна семья, ни один дом не остался равнодушным и безучастным. Каждый четвертый остин оставил отчий дом и ушел на войну. И каждый второй не вернулся. С каждым годом редеют ряды ветеранов, но мы чтим и помним их подвиги. Сегодняшний парад Победы показал, как много он значит для нашего народа. Праздничные веселые лица людей наполнили этот день радостным настроением. آدم هنوز کیاشانی پراتیکاش پراتیک نه فتا تو کب توی شمای سری بارتی آدر خواست تایید کوی مگیت فاجیل پس تخسته مساری бортي Ну, наверное, победа лично для меня – это, скорее всего, больше печаль в глазах, слезы на глазах, а потом уже радость. Радость от того, что мы победили фашизм, и сейчас можем жить в свободной, прекрасной стране. Прежде всего, это свобода, победа. Победа над фашизмом – это огромное значение не только для Осетии, для всего мира. Вот посмотрите, как люди радуются. Зачем нужна людям война? Чтобы мир был всегда. И в сердце каждого, в каждом доме и во всей вселенной, чтобы был всегда мир. Праздничный парад закончился, но театральная площадь оставалась полна людьми. Продолжением парада стало шествие бессмертного полка, в котором в этом году приняли участие и матери воинов, погибших во время Грузино-Остинской войны. Каждый год 9 мая наша республика вместе со всей Россией празднует День Победы. И как подчеркнул в своем выступлении президент республики Леонид Тебилов, мы обязаны жизнью этим людям, которые, не жалея жизней, сражались за наше светлое будущее. Никогда не исчезнут из памяти народная гордость за Великую Победу, память о страшной цене, которую за нее заплатили. Елена Газаева, Азамат Кузов, информационный выпуск сегодня. На имя президента Леонида Тебилова продолжают поступать поздравления. С Днем Великой Победы, самым народным, священным, ставшим навеки символом национального единства праздника, с пожеланиями здоровья, мира и процветания, главу нашего государства поздравили глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия, временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия Алания Вячеслав Битаров. В дни празднования Великой Победы на Аллее Славы и Памяти в Лениногорском районе республики чествовали ветеранов Великой Отечественной. С пожеланиями доброго здоровья и словами поздравлений к ветеранам обратилось руководство района. Представители погранслужбы ФСБ России в Южной Осетии. Был зачитан поздравительный адрес президента Леонида Тебилова. Подробности у Зарины Кочиевой. В Лениногорском районе Южной Осетии прошли праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Великой Победы. На Аллее Славы и Памяти собрались жители и руководство района, представители пограничной службы ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия. В районе в живых осталось всего 4 ветерана, и только один из них, Малаки Джиоев, смог прийти на праздничные торжества. Другим не позволило состояние здоровья. К мемориалу павших были возложены цветы и венки. Мероприятие продолжилось торжественным собранием. Глава Лениногорского района Алексей Босиков поздравил жителей и ветеранов с Днем Великой Победы. Чтобы на земле не только Лениногорского района, но всей Осетии, всего земного шара больше никогда не было войны. Те войны, которые проходили, унесли достаточно много жизней, этого, наверное, будет достаточно. Особую благодарность хочу выразить участникам Великой Отечественной войны. Среди нас есть один участник, Малаки Ревазович. И от имени президента я хочу выразить слова. Малаки Ревазович, мира ташар, на цепче президента номеде норфакенен, мира стемидек, хашт молфин, надарда хадек, надарда кестерте, надарда иристунода. На торжественном собрании от имени президента Южной Осетии Леонида Тебилова ветеранам зачитали поздравительный адрес с пожеланиями крепкого здоровья.
низкий поклон и уважение вам, дорогой солдат. И перед павшим в боях и не доживших до наших дней ветеранами Великой Отечественной головы мы склоняем наши головы. В адрес ветеранов, тех, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом, было сказано много теплых и добрых слов. Звучали песни и стихи тех военных лет. Праздник продолжила полевая кухня. Все желающие могли попробовать настоящую солдатскую кашу. А глава Ленигорского района от имени президента республики поздравил ветеранов на дому, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие на торжествах. Зарина Кочиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Торжественные мероприятия, акции, выставки в республике стартовали задолго до 9 мая. Праздничный концерт у Вечного огня собрал много народа. Песни военных лет, так актуальных в дни празднования Великой Победы, никого не оставили равнодушным. Своими впечатлениями делится Ирина Битиева. Празднование ко Дню Победы проходит во многом задолго до этого дня. На Аллее Славы у Вечного огня вчера прошел концерт с песнями военных лет, подготовленный Комитетом молодежной политики, спорту и туризму. Что мы хотели подарить людям? Во-первых, те забытые мелодии, которые мы слышали, мелодии времен Великой Отечественной, в хорошем исполнении, подарить людям и напомнить о тех минутах, о тех героях павших, которые защищали нас. Как вы знаете, а может быть и не знаете, я помню в детстве просто именно 8 числа сюда шло факельное шествие. Вот именно на обелиск факельное шествие. Тысячи и тысячи наших граждан ходили сюда, в том числе пионерия, конечно, и ходили сюда с факельным шествием, чтили память наших павших. Концерт под открытым небом собрал молодежь и старшее поколение, которые с удовольствием слушали песни военных лет, многие воспитанные на этих песнях. Я хочу сказать, что эти песни нас воспитывают, наших детей воспитывают. Они видите, все посвященные ветеранам войны, Дню Победы и так далее. Ветераны, которые отстояли нашу страну, они живут под мирным небом благодаря них. Если бы этих ветеранов не было, этих ребят тогда бы молодых, они ведь тоже тогда были молодыми совершенно, и они отдавали свою жизнь ради спасения нашей Родины, ради того, чтобы вот наши детишки, которые сегодня бегают, чтобы они радовались, чтобы они жили под мирным небом. В начале концерта зрителям продемонстрировали фильм «ГТР Каир», подготовленный Григорием Мамиевым и Юлией Бестаевой, посвященный 70-летию Великой Победы и основанный на повести Гриса Плиева «Авцукая». Собравшая молодежь напевала вместе с исполнителями знакомые строчки песен. Ирина Битева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Это все, о чем мы вам успели рассказать. Напоминаем, что наши выпуски вы сможете посмотреть на сайте государственного телевидения gtrkair.ru. В вечернем выпуске информационной программы в 20:30 с новостями вас познакомит Батрат Схурьев. Государственная телерадиокомпания ИР поздравляет всех ветеранов и жителей Южной Осетии с праздником Великой Победы. Мира, добра и процветания. Всего вам доброго и до свидания.